Так вот, тазалык уехали, а мусор остался. Давай собирай. Это наш мусор. Стопудово они не будут его убирать. К этой акции по уборке города от мусора молодые активисты готовились всего 3 дня. В социальных сетях бросили клич «Покажем мэрии, как нужно убирать». Цель – это показать властям, что мы можем без них, что город может оставаться чистым и что все в наших руках. Мы хотим пройтись по городу, по улицам и собрать мусор в мешки, принести их и поставить возле мэрии. Операцию назвали «Долой М». Часть участников собирали мусор, а другая – подписи за отставку мэра. Место проживания, телефон и подпись. Мусорщиков собралось немало. Вооружившись перчатками и пакетами, пошли собирать все, что плохо лежит. Что-то мусора нету, мэр все убрал, да? Акция, не успев начаться, была уже успешной. Реакция, оказывается, была настолько неожиданная для нас, что они даже перестарались. К утру, где-то к 9 утра, центральные улицы были вылизаны. Простая инициатива на Фейсбуке, она генерировала такую реакцию. То есть мэрия настолько испугалась вот такой акции, да, что они просто взяли и все убрали. В итоге активисты принесли к зданию мэрии всего 10 мешков отходов. Я считаю, давайте тогда будем создавать такие мероприятия, больше таких мероприятий. Пусть они напрягаются, они обязаны это делать. Мэрию молодые тимуровцы заставляют напрягаться регулярно. Тут они самостоятельно чертят дорожные разметки. А здесь разукрашивают дорожные ямы, чтобы городские власти наконец-то их заметили. Вот видите, здесь уже сколько лежит, это минимум полгода, наверное, что за этой дыркой же давно бы ее надо сделать, чтобы никто не провалился. Это поможет нашим водителям все-таки в темное время суток заметить какую-то яму и не расшибиться здесь, не устроить ДТП. Казалось бы, все эти изъяны столицы не видны только ночью. Но и ночной Бишкек, оказалось, не всех устраивает. На аллее Молодой гвардии уже другие активисты установили фонари вдоль тротуаров и над памятниками. Я буду первый, который признает, что это не идеальное решение, что, возможно, это было скороспелое решение, но ничего с первого раза не получается идеально, и всегда есть место для совершенства. Суть в том, что до этого на аллее света не было вообще. Инициативу постигло наказание. Мэрия резюмировала. Фонари установлены коряво, памятники повреждены, кабель неправильно. Активист же отвечает, все технические моменты решаемые. Была бы поддержка градоначальника. Отрезок от Киевской до Топтогола будем устанавливать вот такие же лампочки, то есть будет также ярко, также освещенно. Я просто пытаюсь показать, что эти вещи можно делать самим не за такие большие деньги, которые нам постоянно рассказывают. Не за миллионы сомов, не за миллионы долларов. У Атая и его команды это не первая акция помощи городу. Зимой молодые люди собирались на уборку снегом. А это уже виртуальная страница Исакетсин, где собирают виртуальные голоса против градоначальника. Фотография эта собрала 1900 лайков. Мой герой станет героем этого века. И жена, и дети, и работа, все при нем. В виртуальном мире мэр живет своей жизнью. О нем снимают фильмы, его поступки анализируют, ему посвящают песни. Ты герой, но какой-то не такой. О, Муркула, ты не вор, так покажи, что ты другой. О, Муркула, ты дороги в городе построй. О, Муркула.
Слышал, но вижу в первый раз. Такую критику, такие предложения я поддерживаю. Дороги в ближайшее время будут отремонтированы. 12 самых главных улиц мы приведем в надлежащее состояние. Это я могу обещать. Как только получим турецкий грант, так сразу начнем. Критику приветствует, но большинство акций уверен, это сама пиар или же политические игры его оппонентов. Выслушайте сперва наши претензии в отношении мэрии и их руководителей. Недовольные работой мэра нашлись и в городском кеңеше. Депутаты подняли вопрос о выражении вотума недоверия Умуркулову. Но подумав, народные избранники решили дать градоначальнику еще 3 месяца на исправление. Авось что-то и изменится.